Дорогие друзья, добрый день. Вы уже знаете, что сегодня мы договорились с руководством республики поговорить о том, как Дагестан развивается, с какими проблемами он сталкивается, какие вопросы предстоит решать в самое ближайшее время. Но перед тем, как начать вот эту официальную часть сегодняшнего дня рабочего, я хотел увидеться с вами. Мы со многими из здесь присутствующих знакомы давно, не близко, конечно, у нас нет возможности встречаться часто, но я знаю, какие вы люди. Я знаю, что здесь собрались не какие-то большие чиновники и начальники. Я знаю, что здесь рядовые люди, рядовые дагестанцы, которые любят своих детей, свои семьи, но в то же время это люди, лишенные каких-то корыстных устремлений и в любую секунду готовы подставить плечо и стране в целом, России в целом, и своей малой родине Дагестана. Так, как это было в критические дни, когда Дагестан столкнулся и Россия столкнулась с атаками международных террористов. Мужчины не побоялись взять в руки оружие и защищать свою родину и свои дома. И я видел, как женщины их поддерживали. Я видел своими глазами. У меня большое желание было сегодня к вам приехать, или в Ботлих, или в Цумадинский район. Но, к сожалению, сейчас такое время года, что вертолеты ненадежно летят. Или туда можно было не долететь, или обратно можно было не долететь из-за погодных условий. Но я очень рад, что у нас есть возможность с вами увидеться здесь, в Махачкале. Я бы хотел послушать вас о том, как вы оцениваете ситуацию у себя дома, в своих районах, и в Ботлихе, и в Цумадинском районе. Что, на ваш взгляд, за последнее время сделано? Как вы оцениваете ситуацию в республике в целом? Но несмотря на сложности, а их достаточно, мы сегодня будем об этом говорить, все-таки есть и позитивные движения, есть движения вперед, но, повторяю, проблем, конечно, гораздо больше. Мне бы было интересно услышать, как по вашим ощущениям ситуация в республике в целом. Понятно, что вы занимаетесь, живете у себя дома, но все-таки вы же, живя у себя дома, на своей маленькой родине, чувствуете общее настроение людей и чувствуете, что происходит в республике в целом. Я бы хотел просто ваше мнение услышать о том, какова ситуация в республике и что дополнительно нужно сделать и в ваших районах. Ну, я знаю, что мы делали за последнее время, это касается газификации, это касается медицины, в одном случае поликлиники, в другом случае больницы, жилые дома, дороги, это я все знаю. Но знаю также, что всегда существует вопросов нерешенных гораздо больше, чем то, что уже сделано. Вот одна из проблем, вот смотрите, я сейчас справочки полистал, 69-е место Дагестан занимает по привлекательности для бизнеса. Но ведь это о чем-то говорит. Почему так? Ведь здесь замечательные люди, прекрасные, добрые, работоспособные, талантливые. Значит, почему 69-е место? Вот по сельскому хозяйству у вас 5 с лишним процента роста, в России в целом 2,4 за прошлый год. В 2 раза в Дагестане темп просто больше, чем по России. Я же не говорю про промышленное производство. 15 с лишним, в России 1%. Ну, за счет чего мы тоже знаем, за счет, прежде всего, оборонных предприятий. А где другая промышленность? Ну, в общем, есть о чем поговорить. Я бы, знаете, хотел предложить, чтобы руководители 2 районов сначала высказались, да, а потом все, кто хотел бы что-то добавить. Да? Пожалуйста.